Искореженная груда металла. Это автомобили, побывавшие в ДТП. Их вид ужасал, и не все понимали, что они делают здесь, на набережной Махаджиров, рядом с роскошными гоночными болидами и ослепительными мотоциклами. Задумка организаторов проста. Это жесткое сравнение заставит водителей задуматься, прежде чем нарушить правила движения. Возможно, увидев изуродованные куски металла, они поймут. Скорость отнимает жизни, калечит людей, лишает будущего целые семьи. Мы с вами практически каждый день теряем наших родных и близких в авариях. Абхазская чума 21 века никак иначе. И пока мы судорожно пытаемся найти решение этой проблемы, пилюлю от чумы, наша молодежь продолжает мчаться на бешеной скорости навстречу своей гибели. Мы все продолжаем искать виноватых. Власть, правоохранительные органы, родители. Мы каждый день, сидя на кухне, дома, на улице с друзьями, на совещаниях, предлагаем предложения за предложением, которые, как нам кажется, смогут решить эти проблемы. И сколько среди тех, кто на словах знает, что нужно делать, как себя вести и как все исправить, но потом садится за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и губит не только свою жизнь, но и жизнь других людей. Большая часть людей с удовольствием осматривает красивые авто. Многие втайне мечтают прокатиться с ветерком за рулем такого суперкара. И мало кто задумывается над тем, что жажда скорости может быть смертельным оружием. Нам хочется, чтобы наше поколение, старшее поколение, наше младшее поколение развивалось и не видело подобных ситуаций. И чтобы у нашей страны было будущее. А будущее нашей страны – это в первую очередь молодежь. Нужно сохранить эту молодежь, нужно дать нашей стране шанс на развитие. В рамках акции волонтеры молодежных организаций прошли по самым оживленным улицам города с призывом снизить скорость и тем самым спасти свою жизнь. Молодые люди ходили между машинами, раздавали листовки и наклейки акции «Вместе против ДТП». Сейчас обычный водитель не осознает риск превышения скорости. И я и любой другой профессиональный гонщик не превышает скоростной режим на дорогах общего пользования. Потому что мы знаем и мы понимаем, что это самоубийство. Мы знаем, где это можно делать, и все равно мы там рискуем. Один из участников сегодняшней акции не понаслышке знает, что такое ДТП. В 11 лет его сбил автомобиль, водитель которого был пьян. Реанимация, длительная кома, казалась безнадежная ситуация, но Тимур выжил. 15 лет он борется с недугами, вся его жизнь проходит в инвалидном кресле. Было время, когда опускались руки, не хотелось жить и быть обузой для семьи. Сегодня Тимур Чанба владелец небольшого бизнеса. Свое место под солнцем он отвоевал, вопреки ДТП и пьяному водителю. Нашей молодежи хочу сказать, чтобы садились за руль только в трезвом виде, только в трезвом состоянии и чтобы не превышали скорость. Жажда скорости рано или поздно губит человека. Смертность на дорогах Абхазии ужасающая. Страна теряет молодых людей почти каждый день. Остановить ДТП можно, но только всем вместе, сообща. И для этого каждый раз, садясь за руль, помните, вашим детям нужен живой отец, родителям живые дети. Нисфа Аршба, Роберт Ломия, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.